На ТНВ новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И в начале выпуска вкратце о главных событиях. Развитие социально-экономических связей Татарстана и Бурятии. Так желающих Байкал увидеть, в общем. Тем более Байкал с вашей стороны он совершенно другой. О чем договорились руководители двух республик и что в Бурятии подают татарам на десерт? Об этом Алия Хайрудинова. В 1945-м он освободил 7 тысяч узников Освенцима. Его должны знать не только в Татарстане. Его имя, я уверен, будет известно во всем мире. В Казани сегодня вспоминали генерал-майора Федора Красавина. О герое расскажет Вероника Гайнудинова. Прививать сельчан от коронавируса врачи приехали сами. Чтобы не заразить своих родных и близких. Как организован процесс вакцинации в Высокогорском районе, увидела Нафиса Минязова. В Челнах подготовили рекордные 1200 тюльпанов. Зато какую красоту создаем. Чтобы вы, мужчины, могли нам подарить цветы. Там, где начинается весна, побывала Наталья Мезина. Сегодня президент Рустам Минниханов с рабочей поездкой побывал в Бурятии. Главная цель визита – развитие торгово-экономических и гуманитарных связей между регионами, а также встреча с представителями татарской автономии. Рустам Минниханов осмотрел Улан-Удинский авиационный завод и участвовал в заседании Совета директоров компании «Вертолеты России». О чем удалось договориться руководителям двух регионов и о чем шла речь на встрече с соотечественниками – репортаж Алии Хайрудиновой. Это цеховой склад материалов. Авиационный завод Улан-Удэ. Гордость Бурятии. За 82 года здесь собрано 8,5 тысяч летательных аппаратов. Рустаму Минниханову показывают производственные площадки. Президента сопровождают глава Бурятии Алексей Циденов и директор завода Леонид Белых. Вот заготовительно-штамповочный завод после модернизации технических мощностей. Здесь освоили новые технологии. Они не только ускорили процесс, но и снизили трудоемкость производства. Такой опыт президент называет важным. Татарстан и Улан-Удэ давно сотрудничают в части строительства вертолетов. На заводе агрегатной сборки Рустам Минниханов ознакомился с производством вертолетов семейства Ми, а также многоцелевого К. После осмотрел цех окончательной сборки и покраски. Это ж покрошка или что такое? Посетил президент и будущий логистический центр. Его открытие запланировано в ближайшее время. Рустам Минниханов также принял участие в заседании Совета директоров компании «Вертолеты России». Провел его председатель Анатолий Сердюков. Здесь подвели финансовые итоги за прошлый год и обсудили реализацию инвестиционных проектов на предприятиях холдинга. В плотном графике рабочей поездки встреча с главой Бурятии Алексеем Циденовым. Речь о перспективах сотрудничества между регионами. Сейчас Татарстан в Бурятию поставляет автомобили КАМАЗ, шины, дистопливо, азотные удобрения, продукты питания, медицинские инструменты и лекарства. Для увеличения взаимных поставок Рустам Минниханов предлагает обновить действующее соглашение о сотрудничестве. Предложение есть и с той стороны. Хотели бы отправить к вам для обмена опыта наших муниципальных служащих. Сформировали кадровый резерв. Общие интересы совпали и в части туризма. Если Татарстан развивает экотуризм, Бурятия славится своим Байкалом. Байкал с вашей стороны он совершенно другой. Я уже видел и с той, и с этой стороны. У вас как в этом, в Рио-де-Жанейро пляжи такие. 6 километров. Рахимитыгыз біздің құяшлы Бурятия. На десерт чак-чак и встреча с соотечественниками. Численность татар в Бурятии почти 7 тысяч человек. 15 лет назад создана региональная национально-культурная автономия. Здесь большое внимание уделяют изучению родного языка, культуры и традиций. Есть в Бурятии и воскресные татарские школы, а летом все празднуют байкальский сабантуй. Обо всем рассказывают президенту. Участвовали в строительстве центральной мечети. Написали концепцию для уже создания будущего Байкальского исламского культурно-просветительского комплекса имама. Вот вы правильно сказали, наша страна сильна своей многонациональностью. Мы, с одной стороны, все разные религии, разные национальности, языки, и в то же время мы патриоты большой своей страны России. И, наверное, вот, все это заложено, фундамент заложен нашими предками. И, конечно же, вот, очень важно, что бурятский народ сохранил свои традиции, свой язык, свои обычаи.
Рустам Минниханов поблагодарил руководство Бурятии за создание условий для сохранения и развития культуры татарского народа. Отметил, что и в Татарстане уделяется большое внимание поддержке всех народов. После президент наградил самых активных татар Бурятии за большой вклад в сохранение и развитие татарской культуры. Алия Хайрудинова, Булат Низамеев, ТНВ, Бурятия. Татарстанские волонтеры сегодня были на связи с Владимиром Путиным. Они участвовали в онлайн-эфире встречи добровольцев со всей страны в рамках акции взаимопомощи «Мы вместе». О работе татарстанских волонтеров во время пандемии главе государства рассказала серебряный волонтер Хрия Халитова. Почему Владимир Путин посоветовал ей поздравить Рустама Минниханова с прошедшим днем рождения и какие проекты Хрия Халитова планирует обсудить с президентом республики, расскажет Наталья Мезина. Вы сказали, что треугольники пекли. Да. Да. А чак-чак? А чак-чак? Чак-чак другие делали. Там все это было. Хрия Халитова рассказывает Владимиру Путину о своем волонтерстве. Во время пандемии она доставляла продукты и лекарства пожилым, проводила онлайн-мастер-классы для тысячи детей в интернатах и больницах. Помогли исполниться мечте пожилой женщины. Она мечтала о поездке за город в Раивский монастырь. В 60 лет волонтерство стало нормой жизни для Хрии Халитовой. Пенсионерка заполнила уже 7 книжек волонтера. На каждой странице добрые поступки. В день порой по 2-3 мероприятия. Год пандемии для нее был особенный. Владимир Путин спрашивает Хрию Халитову о собственной безопасности. Скажите, пожалуйста, вот вы действительно проводите большую работу по помощи людям. А вам кто-то помогает? Нам помогают, конечно. Большое спасибо, все говорят. Но я в такой не нуждаюсь в помощи. Я рада сама помочь. Всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе» началась в марте 2020 года. За это время помощь получили 5 миллионов человек. Волонтеры собрали для нуждающихся более 1,5 миллиарда рублей и передали 30 миллионов средств индивидуальной защиты. Все благодаря таким неравнодушным, как Хрия Халитова. Вы такую большую работу проводите. И, конечно, такая работа достойна того, чтобы ее поддержать. Я недавно разговаривал с Рустамом Нургалиевичем, с президентом Татарстана. Поздравляли его с днем рождения. Вы ему не звонили, не поздравляли его с днем рождения? Нет. Нет. Позвоните ему, поздравьте. Значит, ему будет очень приятно. Обсудите с ним проекты, которые вы готовите в ближайшее время. Я уверен, что он вас тоже поддержит. Владимир Путин пообещал, что с Хрией Халитовой свяжутся помощники и помогут выйти на связь с Рустамом Миннихановым. Хорошо, спасибо большое за совет. Да. Это будет классно. Я рада. Не сомневаюсь. Сразу после окончания онлайн-форума мы встретились с Хрией Халитовой. К этому моменту помощники президента с ней уже связались. В ближайшее время встреча состоится, говорит серебряный волонтер. О своих проектах и задумках, запланированных, социального направления, патриотического направления. Ну, чем я занимаюсь, этим же вопросом про эту деятельность и говорим. Хрия Халитова говорит, волонтерство стало для нее образом жизни, и она готова этому учить и других. Наталья Мезина, ТНВ, Москва, Казань. Семья из 4 человек отравилась угарным газом минувшей ночью в квартире на улице Краснококшайской в Казани. Мужчина от госпитализации отказался, а вот его супругу и 2 сыновей 5 и 15 лет увезли в больницу с отравлением средней и легкой степени тяжести. Как сообщает МЧС, причина происшествия сейчас устанавливается. Проверку уже организовала прокуратура. Выясняются все обстоятельства случившегося. С начала года в Татарстане зарегистрированы 22 случая отравления угарным газом. Погибли 5 человек, пострадали 44, в том числе и дети. Шлагбаум раздора. Спор за драгоценные метры на стоянке разгорелся в одном из казанских дворов. По словам местных жителей, территория на улице Серова неожиданно превратилась в частную стоянку. Въезд на парковку перегородил шлагбаум. Теперь она заполняется чужими машинами, а жильцы жалуются, оставлять свои авто негде. Рамиль Галиуллин выяснял, кто же в этом дворе хозяин. И какого черта это закрыли тут, я не знаю. Въезд на замке, эмоции кипят. Всему причина шлагбаум, который перекрыл путь на парковку для жильцов домов на Серова. Уверяют, его поставили без их согласия. Разрешения не было от нас. Никто у нас не спрашивал. Самовольно просто берут и закрывают территории. Говорят, что доступ на парковку теперь лишь у сотрудников соседнего офисного здания. Местным же приходится парковаться где придется и где нельзя.
Остановка и стоянка с 10 вечера до 8 утра. Запрещена, работает эвакуатор. Несколько таких знаков установлены здесь, около этого жилого комплекса. И, как говорят местные жители, из-за нехватки парковочных мест на ночь свои авто приходится оставлять прямо под ними, тогда как утром своих машин они уже не находят. Увозят круглосуточно, даже ночью. Вот буквально дней 5 назад вывезли с нашего жилого комплекса 10 машин в 3 часа ночи. Она пустует ночью. Можем же также, допустим, если шлагбаум убрали, также днем бы ставили, допустим, кто тут работает, а ночью бы мы, допустим, после работы. Жильцы предполагают, что парковка принадлежит владельцу офисного центра в соседнем доме на Серова, 28. Их догадки подтвердили водители, заезжающие на парковку. Мы арендуем офис. Нам дает... Да, это его земля, он нам дает наши места еще дополнительно к офису. Мы попытались связаться с владельцем шлагбаума, но трубку он не взял. За разъяснениями мы обратились в исполком города. Там отметили, участок муниципальный. Земля была предоставлена в аренду в прошлом году на 11 месяцев, но 12 февраля срок договора истек. В настоящее время Комитетом земельных и имущественных отношений города Казани проводится работа по расторжению договора в установленном порядке. После этого шлагбаум должен быть демонтирован. Когда будет демонтирован шлагбаум, вопрос остается открытым. Сейчас жильцы намерены обратиться в прокуратуру. Рамиль Галиуллин, Айдар Кунафин, ТНВ, Казань. Прокуратура республики подводит первые итоги совместной проверки с Роспотребнадзором организации питания в детских учреждениях. Из 537 проверенных школ в 349 выявлены нарушения. Как сегодня сообщили в ведомстве, в Черемшанском районе нарушения нашли в 3 школах и 5 детских садах. Вот некоторые из них. Не все работники прошли предварительные медосмотры. Был нарушен технологический процесс приготовления пищи, а также использована некачественная кухонная посуда. Некоторые директора получили представление, а в отношении 5 возбуждены административные дела. Мусорные войны. Спор татарстанских предпринимателей по начислениям за вывоз отходов вышел на федеральный уровень. Подробности в интернет-газете «Реальное время». Вторая вакцина от коронавируса «Эпивак Корона» в республику еще не поступила. Когда поступит, ей сможет привиться любой желающий. Об этом сегодня сообщили в Казанском Кремле, уточнив, что деления на какие-то категории не будет. Напомним, вакцину, разработанную центром «Вектор», ждут в республике в марте. Также в пресс-службе президента прокомментировали инициативу одного из глав районов, который предложил работодателям по возможности предоставить сотрудникам отгул после вакцинации, чтобы легче перенести побочные эффекты. Никаких рекомендаций мы абсолютно не давали в этой части. Работодатель сам вправе принимать решения на основе Трудового кодекса и тех трудовых отношений, которые у него сформированы с его работником, принимать такие решения. 87 тысяч татарстанцев привились от коронавируса. Для желающих привиться сельчан вакцину везут мобильные бригады. Сегодня врачи Высокогорского района отправились в поселок Гарь. Там живут около 160 человек, большинство из них пожилого возраста. Как прошла первичная вакцинация сельчан и с каким настроением идут прививаться, увидела Нафиса Минязова. В руках медиков вот такая сумка. В ней холодильная камера. Вакцины от коронавируса должны храниться при минусовой температуре. Везли ее из райцентра в поселок Гарь. Как вы себя чувствуете? Нормально. Температура есть? Нету. Виктору Погодину 63 года. Сегодня он пришел получить первую дозу вакцины. Перед тем, как привиться, врачи проверяют состояние здоровья. Если все хорошо, добро пожаловать в процедурную. Ну, чтобы не заразить своих родных и близких. У меня как большая семья, внучата, сыновья, дочери. Любовь Романова пришла вместе с супругом. Мы оба болеем, хроники, и мы с семьей пришли сюда прививаться, потому что надо это. Ездить нам далеко, часто. Село Гарь, можно сказать, находится прямо в лесу, примерно в 45 километрах от районного центра. И большинство из местных жителей здесь пенсионеры. И поэтому самостоятельно прививаться, тем более в такую погоду, они вряд ли бы поехали. Это уже не первое село в Высокогорском районе, которое посетили выездные бригады медиков. Буквально вчера мы были на ФАПе Машурминском, станции Куркайчинском, Мульминском. Вакцинировали 20 пациентов. В Высокогорском районе 124 населенных пункта и 48 ФАПов, каждый из которых врачи райцентра планируют посетить для первичной и повторной вакцинации. Району было выделено почти 800 доз вакцины. В Высокогорском районе мы привили более 70% от того, что получили.
Вот на этой неделе у нас будет 100% вакцинация того, что получили. На сегодня в республике привились около 87 тысяч человек. Из них вторую дозу получили 20,5 тысяч. Нафиса Минязова, Ренат Сафин, ТНВ, Высокогорский район. Еще 5 случаев смерти от коронавируса. Женщинам было 72 и 87 лет. Мужчин 3, их возраст 39, 43, 51 год. Об этом сообщает республиканский штаб. А за последние сутки в республике 53 новых случая ковид. 24 человека госпитализированы, остальные получают лечение на дому. В целом же по стране за сутки зарегистрировано более 11 тысяч заболевших. Обновленный памятник Ленину в Казани планируют открыть в апреле. Об этом сегодня заявили на пресс-конференции фракции КПРФ в Госсовете Республики. Принял участие депутат Госдумы от коммунистов Юрий Синельщиков. Говорили об идеологическом воспитании молодежи, сохранении исторического наследия. Так депутаты выразили обеспокоенность тем, что школы, колледжи и техникумы отодвигают воспитание детей на второй план, ограничиваясь только образованием. Поколение, которое вырастило без идеологии, без истории, без книг, без уважительного отношения к Родине, чем это чревато? Мы попросту теряем основы гражданского общества. На долгие годы он был забыт, а факты из его биографии до сих пор собирают по крупицам. Имя генерал-майора Федора Красавина и сегодня знакомо не каждому. А ведь это под его руководством 100-я Львовская стрелковая дивизия в январе 1945 года освободила 7 тысяч узников Освенцима. В 1948-м он был репрессирован и реабилитирован только через 20 лет посмертно. Похоронен он на Арском кладбище, куда сегодня несли цветы в память о герое. Подробнее Вероника Гайнутдинова. Цветы к могиле генерала от тех, кто чтит память героя. Сегодня 125 лет со дня рождения Федора Красавина. Он командовал 100-й Львовской стрелковой дивизией, которая в 1945-м первой вошла в Аушвиц и освободила 7 тысяч узников концлагеря. За это Федор Красавин получил орден Александра Невского. Сегодня у могилы на Арском кладбище и его сын. Отца не помнит, Владимиру Красавину было всего 2,5 года, когда его не стало. Первое, что я узнал, пришли деньги и бумажечка такая вдруг, когда я был уже третьекурсником, посмертно реабилитирован. Думаю, что такое? И узнал, что, оказывается, он был репрессирован и выпущен командовать дивизией Сталинград. Федор Красавин участвовал в Первой мировой и гражданской войнах. В 1938-м попал под репрессии. Через 4 года его отправили на фронт. Прошел боевой путь от Карелии до Праги. В 1944-м ему присвоили звание генерал-майора. После войны до последних дней жизни до 1948-го был начальником Казанского гарнизона. Полностью реабилитирован только в 1968-м, уже посмертно. Его должны знать не только в Татарстане. Его имя, я уверен, будет известно во всем мире. Очень надеемся, что эта церемония даст новый импульс, чтобы и в Татарстане, и в других областях и республиках нашей страны уделили внимание вот именно сбору поименной информации. О жизни Федора Красавина написано в книге «Генералы Татарстана». Один из ее авторов – военный историк, полковник запаса Евгений Панов. Он на долгие годы был забыт, потому что, во-первых, репрессированный. До 1968 года он вот поставили, и никто к нему не подходил. 30 лет победы, когда праздновали, то впервые здесь возлагали цветы, был салют в честь его памяти. Жизнь и службу генерал-майора Федора Красавина изучают сегодня школьники и студенты. Его история, что его жизненный путь, его вот именно боевой путь, какой смелый поступок он как бы совершал на протяжении всей войны, все должны об этом знать. В мае планируют торжественно открыть мемориальную доску, посвященную Федору Красавину. Она будет установлена на фасаде дома, где военачальник жил с 1945 по 1948 годы. Вероника Гайнутдинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. 2 хосписов для всей республики не хватит. Такие учреждения нужно построить в Набережных Челнах и Альметьевске, а в каждой ЦРБ необходима выездная бригада. Об этом заявил депутат Госдумы России Борис Менделевич во время своего визита в Казанский хоспис в преддверии 8 марта. Сейчас здесь продолжается строительство 2-го здания для взрослых пациентов. Почти завершена кладка стен, впереди кровельные работы. Как идет строительство и какая помощь нужна со стороны государства, расскажет Алия Хайрудинова.
Хорошо, я вас записываю. Скажите фамилию, имя, отчество. 20 звонков. Столько просьб о помощи поступает в казанский хоспис каждый день. Кого-то срочно госпитализируют, а кому-то паллиативную помощь оказывают на дому. В хосписе работают 3 выездные бригады. На дому у нас 205 детей. Вот именно мы оказываем помощь. А в взрослом отделении у нас где-то 35. Здесь будет прекрасный парк для прогулки, для пациентов. В хосписе 40 коек, их не хватает. В детском отделении лежат и взрослые, и дети. В прошлом году начали строить второе здание хосписа уже для взрослых на 60 мест. У нас закончен монолит. Сейчас мы заполняем проем стены. Уже есть палаты, есть шикарные палаты, есть кабинеты. То есть вложено порядка где-то 120, даже к 130 подходит миллионов. Все на средства благотворителей. Стройка останавливалась лишь раз на неделю в январе из-за 30-градусных морозов. Вероничка, привет! Хочешь, на, держи цветочек. Сегодня пациенток и сотрудниц хосписа поздравил депутат Госдумы Борис Менделевич. Он рассказал, что средства, выделенные на паллиативную помощь, частично были потрачены на борьбу с коронавирусом. В этом году финансирование будет в полном объеме. Конечно же, этих 2 хосписов в городе Казани недостаточно для всей республики. Сейчас уже можно и нужно говорить о том, что нам необходимы такие же хосписы, как в Челнах, так и в Альметьевске. Хотя бы начать с этого. А в каждой центральной районной больнице нам необходимо иметь выездную бригаду. Потому что понятно, что всех больных, которые нуждаются в этой паллиативной помощи, привезти сюда или отсюда рекомендовать, как им оказывать помощь, это, конечно же, не дело. Сейчас идет активный этап строительства хосписа. Важен вклад каждого. Если вы хотите помочь, можно отправить СМС на номер 7715 со словом «Анжела» и указать сумму перевода. Алия Хайрудинова, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Коня на скаку остановит и в конный патруль пойдет. В казанском батальоне ППС служит Гульнара Гиззатова, которая больше всего в своей работе ценит преданность своего олигарха. Так зовут коня, на котором с весны до осени она патрулирует улицы Казани. В честь предстоящего женского праздника завтра Гульнара Гиззатова приглашена в Казанский Кремль, где президент вручит ей заслуженную награду. Легко ли быть женщиной-кавалеристкой, узнал Рамиль Шайдулин. Ну что, олигарх, готов? Со своим олигархом Гульнара Гиззатова познакомилась 2 года назад. Так зовут закрепленного за ней коня отдельного батальона ППС. С первых дней дал понять, что как настоящий олигарх он любит и уход, и внимание. Любое животное любит, когда за ним ухаживают. Однако олигарх покладист, соглашается на любые просьбы хозяйки, ведь они все время вместе. Женщину он любит, потому что до этого была хозяйка женщина. Каково быть женщиной в кавалерии, Гульнара Гиззатова поняла 16 лет назад, когда пришла в полицию. Так сбылась детская мечта. Профессия кавалеристки появилась, наверное, с детства, так как приезжала в гости к дедушке, и у него были лошади. С тех пор она всегда на коне. На своем любимце, коне-олигархе, с весны по осень они на патрулях следят за порядком в городе. Люди все реагируют по-разному. Дети очень радуются. Они подбегают, гладят, общаются. Олигарху льстит такое внимание, но вот его хозяйка всегда помнит, что они на службе. Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Рекордные 120 тысяч тюльпанов к Международному женскому дню вырастили челнинские озеленители в этом году. 2 зимних месяца за цветами трепетно ухаживал женский отряд агрономов. Луковицы закупали в Голландии и выращивали строго при температуре плюс 5 градусов. Наталья Мезина заглянула туда, где начинается весенний праздник. Тот случай, когда на работу, как на праздник. Главный атрибут 8 марта в челнинских теплицах начали готовить еще с Нового года. И вот он, самый цвет весны. Начали сажать луковицы при определенной температуре. И должен соблюдаться температурный режим и световой режим. Обязательно должна быть вентилируемая теплица, полив обязательно. Царством тюльпанных полей управляют 8 мастериц. Их любовью, заботой и вниманием вышит цветочный ковер в 120 тысяч тюльпанов. Это в 2,5 раза больше, чем прошлой весной. Женский труд. Но зато какую красоту создаем. Чтобы вы, мужчины, могли нам подарить цветы.
Стронгголд, Веранде, Фокстрот. Названия сортов звучат словно симфония. Луковицы разноцветных шедевров везут из Голландии, а как только длина стебля достигнет 55 сантиметров, срезают и развозят красоту по местным магазинам, а также в Нижнекамск и Альметьевск. У нас тюльпаны от 14 рублей до 35. Цены одни из самых низких. Конкуренция, да, очень высокая в данном сегменте рынка. На смену тюльпанам в челнинских теплицах придет пора однолетней рассады. Вербена, виола, петуния, сальвия, которые украсят улицы, скверы и парки. Подарок в 1 миллион 200 тысяч ярких цветов совсем скоро порадует челнинцев. Наталья Мезина, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Это было последнее сообщение в этом выпуске. Больше новостей в интернете. До встречи. Здравствуйте! Погода в Татарстане вполне комфортна, без существенных осадков, порывистого ветра. По данным сервиса Яндекс.Погода, 5 марта на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево переменная облачность, местами небольшой снег и около 3 мороза. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге возможен снег, будет холоднее, чем накануне, -5. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше небо в облаках, но с прояснениями. Временами снег и около 6 мороза. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси небольшой снег и станет прохладнее. Несмотря на небольшое похолодание, в воздухе уже чувствуется ласковая весенняя теплота. На юго-западе, в Болгаре, Држаном, Буинске около 3 градусов ниже нуля. Переменная облачность, местами также с небольшим снегом. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше облачно с прояснениями, температура понизится на несколько градусов. Все мы в предвкушении весны, но март – переходный месяц, и погода в этот период обманчива. Одевайтесь тепло, ведь в субботу понижение температуры продолжится. Лечим варикоз быстро, без боли, без операции. Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» на Достоевского, 40 в Казани. Клиника «Варикоза нет» на Достоевского поздравляет с праздником весны и весь март дарит прекрасным дамам красоту и здоровье. Прием флеболога Сузи Вен всего 800 рублей и год наблюдения бесплатно. 212 20 40. Только до 7 марта успейте сдать старую шубу и получить большую скидку на новую. 1000 меховых изделий ждут вас. Шубный фестиваль проходит на Казанской ярмарке. О погоде в столице. В пятницу в Казани ожидается малооблачная погода. Во второй половине дня синоптики обещают снег. Ночью -3, днем около 6 градусов ниже нуля. Ветер западный, слабый. Атмосферное давление ниже нормы, влажность воздуха 80%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. На дорогах по-прежнему гололедица и снежные заносы. Будьте предельно внимательны. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.